Разрушительное стихийное бедствие в Дагестане не оставило равнодушным никого. Волонтеры со всей России, соседних республик и стран приезжали помочь разобрать завалы, раздать воду и еду. Один из таких добровольцев, наш сегодняшний гость, житель Абхазии Нар Таня. Сейчас он уже вернулся на родину и готов поделиться увиденным. Нар, приветствуем вас. Добрый вечер. Итак, многие смотрели, следили за этой ситуацией по телевидению, в соцсетях, понятно. Все буквально наверняка сочувствовали. Кто-то отправлял помощь, но не так много людей, я бы сказала, туда поехали. Вот как вам пришла идея туда непосредственно самому съездить, или вы там были? Вот в какой-то ситуации происходило? Спасибо. Как и все, я узнал из соцсетей, о том, что произошло в Дагестане. Это природное стихийное бедствие, прорыв дамбы, повлекшее за собой большие масштабные разрушения. И, конечно, человеческие жертвы, об этом все знают уже. В течение буквально суток, двое суток примерно, принимал решение, потому что я ждал, что под контроль возьмет ситуацию там МЧС и так далее, но масштаб был настолько объемным, что это невозможно было сделать только лишь силами там МЧС. И видел, что идет призыв на обычный народ, то есть помогите, кто может и так далее, чем может. Вот. И я решил сесть в самолет и полететь в Махачкалу, в Каспийск, и оттуда уже по ситуации, какой город, какой населенный пункт больше требует живой силы, да, рук, вот туда и поехать. Там есть разные фонды, есть люди прикрепленные, которые распределяют и человеческий ресурс, и воду, и питание, и вещи, вот. И средства денежные, потому что есть места, где под ноль разрушены дома, и там необходимо все с фундамента восстанавливать. Есть дома, которые частично разрушены, там половина, 2/3 и так далее. Вот. И все это контролируют обычные люди, смотрят, оценивают и работают над ликвидацией последствий. Спасибо им огромное. Действительно, они проделывают и по сию секунду большую, колоссальную работу. Обычные люди, обычный народ. То есть вы поехали один, да? Я один поехал. Вот. Потом, я выставил видео, где прикрепил на видео номер карты, по номеру телефона. Люди скинули на карту денежные средства с пометкой «Помощь Дагестану». Я ждал 3-4 дня, когда накопятся эти средства, снял их перед отъездом сюда и вручил одному из жителей Маметкалы, который там на месте, безусловно, лучше любого знает, кому какая помощь адресно нужна. И я ему от нашего народа вручил, поблагодарил, что вот он их будет использовать. Это тоже большая работа, взять средства и использовать их по назначению. Большая ответственность. И когда много денег собрали? 227 500 рублей за буквально 3 суток. Вот. За 3 суток мы собрали. Понятно, если бы я находился еще больше, там пришло бы еще больше. Но сейчас здесь наши ребята, фонд «Баракят Абхазия», это вот Хатабан Клаб, он сейчас организовал тоже волонтерское движение. Ребята по некоторым локациям, это вот некоторые автозаправочные станции, набережная, город, рынок, город Сухум, Гагра. Вот. Это я тоже выставляю у себя на странице, каждый может ознакомиться, поделиться. Тоже собирают средства, у них есть копилки, и туда человек кладет столько, сколько может. Уже собралось здесь 247 тысяч за 3 дня. Вот. Но еще идет сбор.
Хотелось бы все-таки, чтобы вы вот своими эмоциями поделились на тот момент, когда вы оказались уже непосредственно на месте, где бушевала стихия. Здесь мы не могли, с ужасом смотрели за тем, что там происходит, да, за кадрами по телевидению, там, в соцсетях. Действительно была жуткая ситуация, и сейчас очень сложно. Вот хотелось бы понять, как вы там... Не было ли момента растерянности и момента того, что стихия вот настолько всемогуща, что людям не справиться? Вы знаете как? Когда меня подвозили к этому населенному пункту, который называется Маметкала, это 105 километров от Махачкалы, когда я подъезжал, вокруг пыль, вокруг огромное количество людей, вроде бы смотришь на первый взгляд хаотично, разрушение, какая-то вот свалка из разрушенных домов, работают экскаваторы огромные, все трамбуют, и смотришь, люди туда-сюда бегают, суетятся, что-то несут, что-то приносят. И на первый взгляд думаешь, куда ты попал. То есть это даже не голливудский фильм, там, да и таких спецэффектов не видел в жизни. Вот. Потом, когда мы вышли из автомобиля, и нас уже встречает человек, и там на самом деле все четко регламентировано. Все четко регламентировано. То есть каждый занимается своим делом. У каждого есть свое задание, и они выполняют его наилучшим образом. Поэтому работа, там идет расчистка завалов, дорог, коммуникаций идет колоссальными темпами. То есть Непосредственно вы вот что делали, чем занимались? мы занимались, я лично с... Вы там нашли сразу вот Конечно. свою компанию, скажем так, Конечно, да? мы с Людей, компанией... с кем вы Да, рядом встали и да, мы работали? с компанией, нас было 12 человек, приехали, вот, и выгрузились, одели сапоги, там были сапоги, там все, кто что приносит, в том числе и сапоги. Лопаты, вооружились, как говорится, лопатами, одели сапоги и пошли в город, в населенный пункт, и видим, где больше всего жижи, грязи и так далее. Зашли туда, и там две женщины в доме живут, и старичок, они что могут? Ничего не могут сделать. И мы начали расчищать дом, подвальные помещения, все в цепочку построились, подъехал КАМАЗ, и вот так в грязи, стоя в грязи практически по колено, там немного до колена не доставало, мы, значит, все из дома выносили, вычищали, вот, сперва руками, потом лопатами, все, что необходимо было. Вот. И так дом за домом. Вы дом были за в домом. Маметкале, да? Вот в самой пострадавшей Маметкале. Но хотел бы сказать, что есть еще селения, поселки, которые пострадали не меньше, которые до сих пор в воде. Например, это высокогорное селение, где чеченцы проживают, но это территория Дагестана. Альтагор, кажется, называется. Я сейчас в интернете все равно увидят. Я тоже делаю репосты. Вот. И там также необходима помощь, там также люди работают. Вот. Везде сейчас необходима помощь. Но в основном нужны сейчас средства на восстановление. Слава богу, люди есть, люди туда едут. Сейчас 3 наших ребят, граждан, я их встретил как раз в момент отлета. Ехали туда тоже, да? Они, да, это... Значит, 3 наших человека, это Астан Габеча, это Алхас Джинджал и Хасан Кутарба. Вот они сейчас, на данный момент, там работают, расчищают. Значит, скоро они мне должны прислать видео, я это все тоже опубликую, и каждый сможет ознакомиться с их работой, с их деятельностью. То есть вы не одиноким оказались в этом плане? Нет, конечно, нет. Вообще, вот насколько, в каком вообще моральном духе, скажем так, находится население? Понятно, что это такое неожиданное горе, да, обрушилось там и потери, имущество, и люди погибли. Вот в какой ситуации, как бы вы характеризовали, что стало с людьми, с домами, с их моральным духом? Прекрасный вопрос. Прибыв в Маметкалу и находясь там 3 дня в расчистках, в самом эпицентре, да, я увидел, что местные жители
На второй, третий день они юморили, смеялись. Вот, они без ничего остались, без крова, без ночлега, без еды, без воды. То есть там какой-то момент много еды приносили, вернее продуктов, там лук, картошка, это морковь и так далее, но не на чем было готовить. Потом уже смекнули, это же все делали обычные волонтеры, обычные люди, которые как бы не занимают те должности, которые, то есть там МЧСовцы. Это не были МЧСовцы, это обычные. люди. А МЧСовец знает, что в каких ситуациях по регламенту делать. А это обычные граждане были, как инженеры, там, кафельщики, штукатурщики, условно говоря, водители маршруток и так далее. Да? Вот, но потом, когда узнали по факту, что нужны баллоны газа и так далее, начали, и все, и люди как-то, и настроение у них, да, у них негде было жить, они знали, что и родственники их примут. Вот, но кого-то, чьи-то родственники не живут в Дагестане, они все равно в своих домах как-то где-то на чердаках оставались. Но, знаете, как с юмором, юморили, шутили, смеялись как-то. Вот первый день, понятно, не до этого было. А второй, третий день очень так живо они как бы к этому отнеслись. А местные жители как-то выражали благодарность тем, кто приехал на помощь вот со стороны? И как это влияло, допустим, да, вот похвала, скажем, с их стороны на волонтеров, на вас, в частности, на вашу работу и настроение? Безусловно, безусловно. Когда вот был момент после расчисток, на следующий день мы раздавали, значит, с кузова «Газели» провизию, да, там, муку, сахар и так далее. И ребята, которые вот... Я там, например, снимаю, подаю, там человек отдает непосредственно в руки, и вот когда тот дагестанец, который там живет, говорит, а вот этот парень, который там, он из Абхазии, и начинали радоваться, что вот вы нас тоже вот поддерживаете, то есть духом поднимались. То есть это для них важно, что в их самый тяжелый момент в жизни вот, с ними рядом представители разных народностей, разных национальностей стоят и молились, и говорит, мы будем молиться, пока будем живы и так далее, и мы не забудем. То есть это большие слова, это прямо за душу. Ну, вообще это трогает. дорогого стоит, когда в тяжелый момент человек станет рядом. Конечно, однозначно. Однозначно. Я думаю, это, естественно, слова и искренней благодарности. Как и мы им благодарны. Они в свое время тоже сделали большой поступок. Вот, да. более 30 лет назад. Поэтому... Нар, благодарю вас за интервью. Спасибо вам. Спасибо, что пришли к нам, поделились вот этим своим опытом, который вы получили там в Дагестане, своим отношением к тому, что там происходит, к людям. Я напомню, что о поездке в Дагестан на помощь пострадавшим от стихийного бедствия рассказал житель Абхазии, соотечественник, наш волонтер Нар Таня. Спасибо. Всем крепкого здоровья.